Многие из собравшихся возле скорбящего воина встречаются только раз в год. Здесь. И только 15 февраля. В этот день в 1989 году последняя колонна советских войск пересекла афгано-советскую границу. Так закончилась самая затяжная война в истории страны. Сегодня виски ветеранов-афганцев покрыты сединой. А ведь когда они отправлялись выполнять долг воина-интернационалиста, им было по 18. Александра Рассохина в армию призвали в 1983-м. Сперва была учебка, а через полгода отправили прямо в Кабул. Говорит, тогда многие мечтали о службе в Афганистане, хотя знали, там далеко не романтика. Мы же, как сказать, внуки героев Великой Отечественной войны, как бы ветеранов войны. Мы понимали, как бы, потом я уже был на похоронах, уже в нашем, где я учился в техникуме, уже был погибший в Афганистане, Головин Сергей. И как бы, все было понятно, но это трудно объяснить. Я думаю, никто толком вам не ответит на этот вопрос, что это такое. Это просто, какое-то, что заставляет мальчишку прыгать с парашютом там, или, я не знаю, это сложно объяснить. Память погибших, минута молчания и 3 залпа. В этой войне погибло 15 тысяч россиян. В Коми матери и отцы домой не дождались, 80 сыновей. Сегодня главное – не забыть их подвиг. Сегодня всех своих друзей, всех своих, как говорится, братьев по оружию поздравляю с выводом, с 31-й годовщиной. Желаю прежде всего им здоровья, потому что, не будем скрывать, что сейчас самый молодой афганец, который вошел туда срочник, это 50-51 год. Самый старший там уже предела нету, потому что офицеры были и все остальное. Сейчас людям, которые вошли первые, это уже 60 лет. Поэтому хочу прежде всего пожелать всем здоровья, еще раз здоровья. И хочу, чтобы они долго жили. А здесь все, что не даст забыть те события. Награды, газетные материалы, фотографии, формы, полевые, парадные, зимние. Все эти экспонаты принесли и еще несут сами ветераны. Боевой вертолетчик Владимир Туров новому музею подарил свой летный костюм. Говорит, это мирная одежда, в переделках не бывало, в отличие от его хозяина. За год с небольшим службы в Джалалабаде, где растут мандарины и апельсины, у Владимира Валентиновича было 654 боевых вылета. Повезло, всегда возвращался на базу, даже если были повреждения. Как раз 84-85 год была большая напряженность, летать приходилось очень много. Иногда в день до 10 вылетов было. Плохо, что жарко было, но мы стремились подняться в воздух, потому что там прохладнее. Представляете, я северный житель, а в тени под 49, под 50, а на солнце вообще дотронуться нельзя до вертолета. Он железный, нагревается, темный. Даже некоторые ребята, знаете, яйцо разбивали, и оно поджаривалось немножко на элементах металлических вертолетных. В новом музее под память об Афганистане выделили небольшую часть помещения. Оформили под ленинский уголок воинской части. Здесь все экспонаты, оригиналы, так сказать, побывали в полях. Но самый ценный, пожалуй, этот настоящий костюм коренного богатого жителя Афганистана. В республике такого больше нет. Его привезли из Кабула. Жилетка, длинная рубаха, штаны, шаровары длинные, платок, шапка, ее называют пуштунка, либо пакаль. Она сделана из верблюжьей шерсти. То есть в ней зимой тепло, летом в ней не жарко. Это считается один из самых таких ценных экспонатов. Сегодня задача музея – плотно работать со школами, с подрастающей молодежью. По словам министра образования Натальи Якимовой, очень важно, когда про такие события ребятам рассказывают сами участники локальных войн, а не учителя. Желающих прикоснуться к этой истории уже есть. Первые экскурсии начинаются прямо сегодня. Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.